В Сосногорском районе завершилось подключение жилого фонда к отоплению. Обычно в начале отопительного сезона у жителей муниципалитета всегда возникают вопросы к ресурсоснабжающим компаниям и управляющим организациям. Готовности города и поселков к новому отопительному сезону была посвящена очередная прямая линия, которая состоялась в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. Несмотря на то, что весь жилой фонд уже подключен к отоплению, в некоторые квартиры тепло не поступает из-за завоздушенности участков внутридомовых систем. Естественно, их жильцы практически ежедневно звонят в свои управляющие компании, сначала с заявками, а затем и с жалобами. По словам представителей управляющих организаций, сейчас весь персонал нацелен именно на отработку поступивших обращений. Но их качественное исполнение далеко не всегда зависит только от усилий коммунальщиков. И чаще всего в список проблемных домов по подключению тепла попадают высотные дома, которым требуется большее время для нормализации работы системы. Это 9-этажный дом, но мы работаем. Дело в том, что 9-этажные дома у нас окончательный запуск, нормализации работы происходит только в связи с похолоданием. Но все заявки выполняются, но еще одна проблема – развоздушивание на верхних этажах. Не пускают. Участники прямой линии отметили, что это весьма распространенная проблема. Это подтвердил и еще один звонок от жителя. Соседи на 9-м этаже не проживают по адресу и, соответственно, не могут обеспечить доступ в квартиру. Итог печальный. Все нижние этажи остаются без тепла. Как пояснили специалисты, в случае отказа собственника предоставить коммунальщикам доступ в свою квартиру, решить этот вопрос возможно только в судебном порядке. Интересовались сосногорцы и состоянием тепловых сетей. Как рассказали горожане, для железнодорожной части актуальна проблема выхода поверхностных вод в районе магистралей. Что касается стадиона и тепловой сети в сторону Лермонтова 100, мы начали ремонт тепловой изоляции в районе стадиона. Мы знаем, что там был пожар, и здание, вот это, которое там сгорело на территории стадиона «Локомотив», в этой части мы ремонт будем проводить чуть позже, участка тепловой сети. Что касается воды, это общая проблема у нас города, отвода поверхностных вод. Мы ее стараемся отвести всегда по мере нашей возможности. В течение часа от сосногорцев поступило всего 5 обращений. А это значит, что на главный вопрос прямой линии «Готов ли Сосногорский район к зимнему периоду?» можно ответить утвердительно. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.